Один, два, раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Добрый день, дорогие сябры. Мы начинаем сегодняшний матч. Первую трансляцию совместно с... Здесь все. Гена, Стас, Дюша, Метелкин. USB здесь.
раз. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Раз. Добрый вечер, уважаемые болельщики. Один, раз, два, три. Раз, два, три. Добрый вечер всем любителям футбола. Мы приветствуем вас на уютном стадионе «Городия». Сегодня мы принимаем в гостях команду футбольного клуба «Крым-Качи» из столицы нашей Родины и приветствуем ее болельщиков. Желаем всем получить удовольствие от атмосферы настоящего футбольного праздника. Друзья, наступил настоящий праздник, самый долгий праздник яркого и солнечного лета. А каждый футбольный матч обозначьте себе крестиком или красной маркой на календаре, потому что это праздник. Каждый матч праздник в нашей Городее, потому что вы проводите время с пользой, ярко, красиво и с нами. Конечно, с нами. И совсем неспроста сегодняшнее наше действо посвящено Всемирному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. И этого же числа буквально начинается детский сезон, полный развлечений, игр и удовольствий. И мы будем бесконечно рады окружить вас заботой, вниманием и весельем. Всех вас, всех ваших детей, родных, близких на нашем матче сегодня и все последующие игры. Друзья, напоминаем, футбольный клуб запустил акцию для юных болельщиков «Путешествуй с Городей». Все, кто покупает детский билет или абонемент, должны посетить 8 домашних матчей и участвовать в поддержке команды на матче. Самых активных по окончании сезона ждет бесплатная поездка в Белоруссию на автобусе футбольного клуба «Городея». Все верно. Мы не даем скучать ни взрослым, ни детям. Так, в перерыве на игры сборных 11 июня нас всех ждет традиционный турнир «Поверь в себя с Городеей» с участием основной команды игроков, команды тренеров, фанатов, болельщиков. Всех приглашаем к участию. Поверь в себя и настройся только на победу. Миш, я всегда думала, что получать подарки приятно. Но вот оказывается, что наш клуб просто чемпион мира по вручению призов. Все верно, да?
Призы приятнее всего получается, я думаю, что здесь, именно прямо на футбольном поле, на газоне, в атмосфере настоящего футбольного праздника. И я думаю, что сегодня всем нам будет приятно рукоплескать лучшему игроку месяца мая. Уважаемые болельщики, с гордостью сообщаем, по мнению голосующих ВКонтакте, лучший игрок мая Боян Дубаевич. Перед матчем его ждет победная статуэтка. Господа болельщики, наши души просто нараспашку перед вами. Призы еще не закончились. Не забываем проверить себя в традиционном футбол-прогнозе. Приобретаем программку на матч, получаем бесплатно красочный купон футбол-прогноза, делаем ставки на исходный результат матча и получаем призы. Счастливчиков ждет удача. Скажите, а есть на трибунах люди, которые узнали о матче, распаковывая вкуснейшие хлебобулочные изделия Несвежского хлебзавода? Поднимите ручки, есть такие? Теперь футбольный клуб «Городея» благодаря рекламным наклейкам на хлебушке приглашает на матч практически персонально каждого. Ведь нашей команде так нужна ваша поддержка. Поддержка нужна и важна, она постоянно чувствуется на протяжении матча. И сегодня мы продолжаем нашу традицию, объявляем команды вместе с вами и делимся опять же на трибуны. Кто куда пошел? Я пошла по традиции налево. Хорошо, не меня. Налево это очень хорошо. Итак, сегодня наши ворота защищает номер 99 Владислав Васильевич. А теперь вместе с вами номер 99 Владислав Васильевич. Так, левая трибуна, нас мало, но мы в тельняшках. Все знают, что 29-й номер нашей команды Сергей Карпович! Номер 16 Кирилл Павлючик. Номер 16 Кирилл Павлючик. Ваш ход, Катерина. Номер 4 Семен Шестиловский! Номер 18 Вячеслав Ярослав. Номер 18 Вячеслав Ярославский. Номер 25 Михаил Машина! Номер 31 Денис Якубович. У Дениса недавно родился сын, с чем мы его еще поздравим. Номер 31 Денис Якубович. Так, второй номер, я даже без подсказки, думаю, все знают. Номер 2 Дмитрий! Браво, левой трибуне, Игнатенко! Игнатенко, номер 12 Сергей Грибко. Номер 10 капитан команды футбольного клуба «Городея» Дмитрий Лебедев. Лебедев! И сегодня на острие наших атак номер 9 Боян Дубаевич! Лучший игрок месяца, который получит свою статуэтку! Все верно. И в запасе команды остались 84 номер Николай Романюк, 14 Евгений Шедловский, 8 Сергей Усеня, 5 Алексей Тупчий, 20 Алексей Мартынец, 85 Дмитрий Пархачев и 88 номер Андрей Воронков. И главный тренер команды... Давайте все вместе! Валерий Яронко! Дорогие болельщики, с минуты на минуту появятся наши футболисты на поле. Очень надеемся, что будем шумно. На этом сюрпризы для вас не закончены. Напоминаем, что сегодняшний матч посвящается Международному дню защиты детей, который празднуется практически во всем мире. Поэтому ждем и сделаем шумно при появлении наших футболистов.
Раз, два, три. Раз, два. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Городея. И мы начинаем трансляцию матча 11-го тура чемпионата страны между Городеей и футбольным клубом Крумкачи. У микрофона сегодня с вами дуэт. Традиционный комментатор я, Андрей Масловский, и наш гость, комментатор футбольного клуба Крумкачи, хоккейный обозреватель трибуны Вадим Кнырко. И сегодня мы с вами будем работать вдвоем. Всем привет, и надеемся, этот футбол будет очень хороший как для зрителей на стадионе, так и для вас, зрителей по ту сторону экрана. Команды уже вышли на поле. Городея в зеленом, в традиционных цветах. Крумкачи в черно-белой форме. Белый верх, черный низ. Вот. И сейчас прозвучит гимн страны, и потом дальше мы вам расскажем про составы. Перед гимном еще одна приятная особенность. Лучшим игроком мая стал Боян Дубаич. Болельщики определили этого футболиста как лучшего. И директор клуба Александр Марченко вручает ему памятный приз. Вот. Так что поздравляем сербского футболиста. Здорово провел он май. Посмотрим, как получится у Городея и лично у Бояна в июне. Друзья, в нашем клубе произошло еще одно знаменательное событие. У полузащитника нашей команды Дениса Якубовича буквально на днях родился сын. Искренне поздравляем семью Якубович с пополнением. Аплодисменты Денису. Друзья, наш матч сегодня посвящается Дню защиты детей и сохранению мира на земле. Подарите своему ребенку беззаботность, уверенность в себе и в том, что окружающий его мир прекрасен. Следуя символике, небо над Городеей озарят голуби, которые сулят всем нам счастье и добро. Звучит
Государственный гимн Республики Беларусь. Добрый вечер. Итак, гимн прозвучал. И давайте теперь о составах команд. Начнем с хозяев. Городея. Цвета зеленые в воротах. Номер 99 Владислав Василючик. 29 Сергей Карпович. 16 Кирилл Павлючик. 4 Семен Шестиловский. 18 Вячеслав Ярославский. 25 Михаил Башилов. 31 Денис Якубович. 2 Дмитрий Игнатенко. 12 Сергей Глебко. 10 Дмитрий Лебедев. 9 Боян Дубаич. Главный тренер Сергей Яромко. Ну а состав Крумкат-шоу объявит Вадим. Крумкаши сегодня играют точно в таком же составе, в котором выходили на поле неделю назад на домашнем матче против Ислачи. А именно в воротах сегодня 69-й номер Евгений Костюкевич, 2-й номер капитан команды Артем Челединский, 9-й Александр Батищев, 10-й Филипп Иванов, 13-й Дмитрий Климович, 19-й Максим Толейко, 20-й Александр Филанович, 23-й Евгений Шикавко, 44-й Иван Трубочкин, 73-й Михаил Калугин и 88-й номер Дмитрий Яшин, исполняющий обязанности главного тренера Алексей Леонидович Кучук. И обслуживает сегодняшний матч арбитры в следующем составе. Главный арбитр сегодняшнего матча Алексей Кульбаков из Гомеля. И ему помогают Олег Маслянко и Андрей Герасимук, оба из Бреста. Это третья встреча в истории между Городеей и Крумкачами. Естественно, понятно, что две первые состоялись в прошлом сезоне. В первом круге Городея в гостях выиграл 1-0, мяч забил Сорока. И во втором круге здесь же закончили 1-1 на гол Корсака. Сорока, опять же, в концовке матча установил окончательный счет. Итак, Алексей Кульбаков дает стартовый свисток, игра началась. Ну что ж, будем следить за футболом. Сейчас смотрю на то, как играют Крумкачи. По-моему, играют по той же абсолютно схеме, по которой играли в предыдущем матче. 3 защитника, 4 полузащитника, под нападающими Филипп Иванов. И в атаке 2 человека. Это Евгений Шикавко, Александр Филанович. В принципе, ничего не поменялось и у Городеи. Сергей Яромко традиционно лет 100, наверное, уже использует тактику 4-2-3-1. Вот. Единственное, что у Городеи вынужденная перестановка. Уже второй тур подряд в центре обороны вместе с Кириллом Павлючиком играет Семен Шестиловский. Прерываемся. Нет, не прерываемся на атаку Крумкат-шоу. Здорово сыграл Сергей Карпович. Ты сейчас немножко устарил, конечно, Сергей Яромко, сказав, что 100 лет он использует одну и ту же схему. Ну, сколько помню, столько Сергей Яромко играет с такой расстановкой. И замена у Городеи на острие атаки. В прошлые туры начинал матч 88-й номер Андрей Воронков. Сейчас дали шанс Бояну Дубаичу, здорово проведшему май. Лебедев. В офсайд забежал кто-то из форвардов Крумкат-шоу, судя по тому, что Евгений Шикавко, разводит, да, руками. Хочу сказать, что, похоже, Крумкачи собираются действовать в той же манере, в которой начинали действовать в матче с Ислачью неделю назад. А это именно передачи либо от центральных полузащитников, либо от фланговых игроков Трубочкина и Калугина. Длинные передачи, забросы вперед на Филановича Шикавку. И в предыдущем матче Филанович и Шикавкой показали, что очень даже неплохо они именно действуют в единоборствах с защитниками, часто вынуждали их ошибаться. И посмотрим, насколько смогут справиться сегодня защитники Городеи с этими двумя форвардами. Ну, это быстрые парни, Филанович и Шикавка, поэтому тут еще, думаю, такой же расчет. Видишь, их даже сейчас вам не видно, а тут 3 человек стерегут их, а пока Лебедев выполняет навес.
Ну и, в общем, опасно получилось. Перспективный момент, да, только никто не добрался до мяча. Скакал мяч по штрафной и в итоге улетел на угловой. Но там Семен Шестиловский мог замыкать, если бы чуть-чуть более скоординировался и сориентировался быстрее. Любой стандарт — это всегда потенциальная опасность. А у Крумкачева в этом году игра на стандартах в своей штрафной получается не очень хорошо. Часто достаточно забивают соперники. Подача Лебедева. Да, вот сейчас, видишь, здорово сыграл. Сыграли вороны. Передача была на ближнюю штангу, и там очень здорово сыграл головой защитник. Трубочкин, по-моему. Тем не менее, атака продолжается. Снова Лебедев с мячом на фланге. Я как раз перед подачей хотел сказать, что в этом сезоне у Городей стандарты, именно как угловые, очень плохо работают. Немного забивает команда после подачи с фланга. Иванов, дальний заброс. Ну, здорово защитники опережают. Можно немножко рассказать о турнирной ситуации перед этим туром. Давай после атаки. Шикавка борется с Якубовичем. Якубовича, наверное, особый настрой на сегодняшний матч. 2 июня у него родился сын. Над именем еще Денис думает. Определился точно с отчеством, как он сам сказал. Ну и склоняется к Александру. Так что, возможно, этим руководствовался Сергей Ромко, что дал парню сыграть, что есть у него все-таки какая-то внутренняя мотивация. Ну, Александр хорошо, главное, чтобы не Леонид. А то там сразу барабан и все остальное. Огурцы и прочее. Огурцы, да, и прочий музей. Карпович будет бросать аут. Выбирает, кому бросить Карпович, пока не может определиться. В итоге находит Лебедева передачей. Филанович выигрывает воздух. Карпович и Иванов борются. В общем, пока мяч за боковой, а в турнирном положении Городея 8-я идет с 15 очками. Крумка чуть-чуть ниже. 11 место, 11 очков. Филанович убегает от Шестиловского. Вываливается. Очень хорошо набирает скорость Филанович, но не смог ударить. Шестиловский был, да? Да, здорово. Мешал до Семен конца. все-таки успел, догнал. И в итоге на угловой уходит мяч. Ну, классная контратака получилась у Крумкачева. Да, Филанович ускорился, я думаю, по-моему, это был максимум его. Ну и поначалу он, между прочим, Шестиловского-то ушел здорово от него, а потом уже на дистанции Семен чуть-чуть подсократил и в самом концовке там уже пил. Ну, показалось, немножко даже запутался в мяче Филанович. Ну, я думаю, что карты Или в мяче, или в своих ногах. Карты спутал и Василючик, который выбежал вперед, закрывая там весь возможный обзор. Так, смотрим, как стандарт Крумкачи будет разыгрывать. Иванов. Подача на ближнюю штангу. Никого там нету из футболистов в белой форме. Башилов там разобрался. Неудачно разыграли аут Крумкачи. Тут Яшин хорошо разобрался, конечно, с моментом. Но вот есть возможность у Городея уйти в атаку. Башилов, Лебедев. Нет, там Климович надежно, внимателен, все прочитано. Шикавка. Перед ним Башилов. Ой, это фол. Грубый фол, и наверняка будет желтая карточка от Алексея Кульбакова. Да, достает. Так и есть. Не церемонится лучший арбитр страны. Чисто в ноги сыграл против Шикавки Башилов. Ну, по логике там ничего не оставалось делать. Да, либо момент фоли, был либо очень Шикавка опасный. убегал. Да, убегал в штрафную, и дальше можно было либо наносить удар, либо отдавать Филановичу, простреливать в центр. Кто-то может пробить у Крумкачева отсюда с такой позиции? Вполне возможно будет бить и Филипп Иванов, но хотя, наверное, левой ногой с этой позиции пробить не особо удачно. Еще хороший удар у Климовича. Вот. Да, и в прошлом году Климович, кстати, забивал со штрафных. Но он, по-моему, даже не подходит к мячу. Шикавка у мяча, Иванов, а вот третьего не вижу. Это как раз-таки Климович стоит. Но, судя по всему, все-таки Иванов будет. 3 игрока в стенке. Василючик выставил. Бьет Иванов. Это, наверное, все-таки навес на дальнюю штангу, но и неудачный. Может быть, я не определился до конца, что он будет делать. Бить или навешивать туда на набегавшего Яшина. Мне кажется, это было что-то наподобие домашней заготовки. Яшин, действительно, высокий центральный защитник, набегал на дальнюю штангу, и наверняка в расчете именно на него Иванов и пытался навесить. Обе команды в хорошем расположении духа подошли к этому матчу. Городея нащупала свою какую-то игру, победную поступь.
2 матча подряд команда выиграла. У Жодинского Торпеда и у Немана. И Крумкачи после смены тренера, после ухода Пятенко с Алексеем Кучуком добились хорошей победы над Ислачью. Челядинский сфалил. И теперь стандарт. Попытка со стандарта что-то придумать у Дмитрия Лебедева. Ну, отсюда бить наверняка резона нету. Дмитрий можно- может, у него есть удар, но мне кажется, тут больше все-таки будет розыгрыш. Там есть большие защитники, есть Павлючик, есть тот же Шестиловский. И вон, видишь, на уголочке штрафной притаился Игнатенко. А Лебедев пробил. Лебедев пробил все-таки в ближний угол, но мимо ближнего угла пошел мяч. И Костюкевич, Кстати, в принципе, всё видел. не удивлюсь, если Лебедев бил по воротам сознательно, зная, что в воротах Евгений Костюкевич, человек не с таким уж большим опытом в высшей лиге. В прошлом туре провел первый матч в этом сезоне Евгений и провел его на 0, но действовал в некоторых моментах достаточно неуверенно, но в целом в паре моментов все-таки спас свою команду. Слушай, ну если я правильно посчитал, то это все шестая игра Евгения вообще в высшей лиге. 2 в этом сезоне было и 4, по-моему, в прошлом. Да. То есть у него еще нормальная разница пропущенных, по-моему, 4 мяча он всего пропустил. Так что... К слову, в прошлом сезоне, если не ошибаюсь, с Городеей в домашнем матче как раз-таки стоял Костюкевич, когда Городея победила 1-0. Да, это в начале чемпионата был. Так что опыта у этого парня нет. И поэтому оправданы то есть моменты, когда можно пробить, думая, что... Потревожить, да. Да. Тем более он сейчас играет по солнцу, скажем так. Ему приходится чуть больше щуриться, чтобы мяч этот увидеть. Шикавка раскручивается. И снова мы видели, что дальним забросом нашли Шикавку, и Шикавка поборолся с защитником и отвоевал мяч. Талейка. Продолжается атака Крумкачеву. Талейка окружили трое сразу футболистов в зеленой форме, и он потерял мяч. Иванов, перед ним есть пространство. Решил забросить туда в штрафную таким небольшим черпачком. Еще одна особенность, кстати, по игре Городей. Очень слабо команда проводит первые таймы. Расскажи поподробнее. Очень мало моментов команда создает в первые таймы. Часто привозит, наоборот, моменты к своим воротам. И побед в этих таймах и забитых мячей практически нет. Там чего стоит... Посмотрим над атакой Дубаича. Челядинский против него. И на подстраховке Климович исхитрился, вроде казалось, серб сделать передачу. Но отбились Крумкачи. Жесткий сейчас был стык, но в итоге Талейка отвоевал мяч. Иванов. И Заброс снова вперед. заброс на Шикавку. Шикавка на скорости. Снова выигрывает. Ярославский против него. Падает Шикавка, но на этот раз Алексей Кульбаков показывает, что все было в пределах правил. Там рядом Лайцман, и он даже и рука у него не дернулась. Так вот, даже все голы свои Городей забивает во втором тайме в последних матчах, позволяя в первом много создавать у своих ворот. Нежели Тоже, Еромко не может мотивировать с самого начала своих футболистов. видимо, любит человек, когда в перерыве приходит, прилетает, там что-то такое. Поэтому пока вот так. Есть проблемы с Городей, у Городей с этим компонентом с началом матча. Ну, пока 10 минут сыграно, и вроде таких особых опасностей не было. Ни у одних, ни у других ворот не было особо опасных моментов. Был перспективный момент, мы помним, с забеганием Филановича, но не получился удар у Александра. И штрафной в исполнении Иванова, но тоже далек был от идеального. И вот еще один штрафной будет, практически зеркальная позиция, только на другом фланге. Мне кажется, чуть-чуть ближе к центру и поперспективнее. Тут уже И можно под левую попробовать ногу как бить. раз-таки Да. Филиппа Иванова. Может, и Василючик поэтому чуть-чуть больше активничает, выставляя стенку и командой своими футболистами. Так, смотрим, что придумает Иванов. Филипп. Все-таки заброс опять-таки на дальнюю штангу. И Василючик уверенно играет на выходе. Осваивается потихоньку, я тебе скажу, молодой голкипер в составе Городей. Пользуется своим шансом, который ему предоставляет Яромко. И все чаще играет он, а не Николай Романюк. Хотя тренерский штаб говорит, что, в принципе, 2 равноценных у них голкипера. И вот периодически там то того выпускают. Но у Крумкачева
первый голкипер все-таки Антон Амельченко, но сейчас у Антона травма, из-за которой он как раз-таки пропустил предыдущий матч с Ислачью и пропускает сегодняшний, но по предварительным прогнозам на восстановление у него было 2 недели. Посмотрим, может быть, уже в следующем матче. Тем более будет международная пауза. Возможно, Амельченко вернется в игру. Хотя, если Костюкевич здорово проявит себя в сегодняшнем матче, возможно, получится и задвинуть опытного вратаря. Ну, я как раз хотел сказать, у Костюкевича пока статистика хорошая. 1 матч, 1 сухарь. А у Амельченко, по-моему, в 9 матчах там что-то пропустил там, то ли 14, то ли 15 мячей. То есть достаточно много команда пропускает. Один матч и 13 минут сухаря, я бы сказал. Игнатенко здорово поборолся. Выцарпал мяч буквально. Два бывших футболиста «Гранита» между собой сошлись. Вот, попросил прощения сейчас Дмитрий за небольшую жесткость. Ну, Игнатенко неплохо пробросил между 2 оппонентов. Да, уходил он от них, поэтому ничего не оставалось, что... Ну и, в принципе, да и не успевал, наверное, Климович что-то этим мячом. По инерции уже сбил полузащитника Городей. Заброс на Дубаича, неточный. И от ворот будет выбивать Костюкевич. Ну да, и у Городей пока такие забросы дальние не срабатывают. Гораздо удобнее команде играть через низом, да, через пас. Вот решили как-то разнообразить свою атаку, ну и получилось неудачно. Наверное, стоит сказать об отсутствии Вячеслава Глеба в стартовом составе. Ну да, уже второй матч Вячеслава Глеба нету в составе, хотя по системе гол плюс пас он до прошлого тура был лучшим в Крумкачах, но с переходом на пост исполняющего обязанности главного тренера Алексея Кучука Вячеслав присел на скамеечку пока что. Не исключено, что это связано как раз-таки с тем, что при Кучуке команда пытается действовать и пытается играть в быстрый футбол, а Вячеслав все-таки футболист такой, который Любит придержать. Да. И, возможно, из-за этого делает ставку на Филановича и Шикавку Кучук. Посмотрим, может быть, во втором тайме появится Глеб, но в предыдущей игре он вообще не вышел на поле. Ну, это интересная фишка, наверное, Кучука, что одного из лидеров команды запросто новый тренер, да, молодой, может оставить на лавке. Вот он объяснял после Ислача, да, что командная тактика и подстроение под соперника важнее, да. Вот поэтому, может быть, тоже какой-то хитрый ход от Алексея Станиславовича. А вне игры забежал Игнатенко, и Дмитрий Климович будет от своих ворот начинать атаку. Толейко, Яшин. Ярославский на перехвате. Заброс на Хороший заброс на Дубаича. Дубаича, но вне игры фиксирует линейный арбитр. Ну, там сантиметры, наверное, потому что на одной линии вроде находились. Но мне показалось, что там на корпус все-таки был ближе к Дубаичу. Ну, челядинский опытный дядька знает, когда нужно шажочек вперед сделать, чтобы оставить нападающего в неправильном положении. Видимо, снова очень быстро стараются развивать свои атаки Крумкачи. Практически не пасуются они в центре поля. 1-2 передачи на своей половине и заброс вперед на нападающих. В общем, играет так, что Батищев мяча практически не касается. Ну, Батищев Остается в этом ждать сезоне... подборов после Ты видел штурмовых. статистику, да, Батищева в этом сезоне? 4 удара в створ, 4 гола. Ему, наверное, и не надо особо касаться мяча. Да, главное вовремя к нему подскочить и пробить. А пробить он умеет. Лучший бомбардир команды На удивление. Александр Батищев, да. В прошлом сезоне 1 всего лишь гол, в этом уже 4. Я Меньше, посмотрел чем за его круг. статистику, он до этого вообще не забивал. А так вот, уже вот что Крумкаши делают с футболистом. Ну, Батищев просто как бы центральный полузащитник, чистый плеймейкер. В прошлом году он очень много сделал для того, чтобы Крумкаши начали успешный чемпионат. Практически все атаки шли через украинского хавбека, но в плане какого-то бомбардирства, снайперства он не был замечен в прошлом году. В этом году, пока нападающие Крумкача умолчали, как раз-таки забивал Батищев. И забивает он красиво. Кто хочет посмотреть, на ютубе можно найти все голы. Шикавка хотел уже навешивать, уже видел там, видимо, адресат, но не попал толком по мячу. И Семен Шестиловский тот мяч выбил куда подальше. Костюкевич. Климович. Ну, видишь, инициатива-то у Воронов по этим минутам. Так вот, вроде и простая игра, да, забросами, однако
заставляют Городею чуть-чуть прижаться к своим воротам, потому что два быстрых форварда, они постоянно напрягают. Карпович командует, чтобы Василючик пониже мяч опустил, то есть не с рук водил, а с земли. Может, посчитал, что 6 секунд уже был с мячом вратарь. Калугин на фланге. Снова высокая передача вперед. Не смогли зацепиться сейчас нападающие Крумкашов. Яшин неудачно сыграл, потерял мяч в центре поля. Филипп Иванов борется сразу с двумя игроками Городея и в итоге свалил на обоих. Ну, Иванов парень здоровый, он может свалить, наверное, и на троих, и на четверых одновременно. Ну, а ноги большие, можно размахаться. Оба тренера на ногах. И, наверное, оба тренера не очень довольны. Кучук, видимо, недоволен тем, что до удара никак не могут дело довести. А Яромко, что в принципе вообще ничего особого не получается у его команды. Глебков проиграл борьбу сейчас Трубочкину. Апеллировал арбитру Глебкова, что подталкивали его в спину, но, по-моему, там был чисто игровой момент. Ну, Глебков пытался грудью установить, и там, может быть, небольшой контактик и был. И мяч отскочил очень далеко. Лебедев. Снова потери. Никто не подсказал Лебедеву, что сзади Батищев. А Батищев аккуратненько подкрался и отобрал мяч, чуть-чуть оттеснив корпусом. Снова Иванов с двумя, и на сей раз... А теперь уже на Иванова, да, эти отомстили. Завалили Большого. К слову, едва ли не в каждом матче Иванов, едва ли не в каждом домашнем матче Иванов пытается проделать какие-нибудь цирковые трюки. Посмотрим, рискнет ли он сделать что-нибудь здесь, на стадионе Городея. Ну, тут публика может и не оценить. Батищев Подобные отыгрывается. качества, поэтому... Хотя, мне кажется, когда Иванова это останавливал. Фиксирует очередное нарушение правил Алексей Клюбаков. Свалил Филанович на углу чужой штрафной. И свободный удар будет пробивать Василючик. К слову, не пустует сегодня гостевой сектор. Приехало пару десятков минских болельщиков. Они перед матчем покушали мяско, попили пиво. Знаменитое городейское мясо. Да, так что у них много сил, много энергии, что кричат они весь матч. У местных болельщиков тоже на уровне энергии хозяйства достаточно. фан-сектора, да. Жесткая игра пошла, очень много нарушений в последние пару минут. Вот сейчас снова фиксирует нарушение Алексей Кульбаков. Против Батищева неправильно сыграли. Ну, это от того, что ничего не получается. И идут фолы. Яшин. На Иванова. Иванов должен выигрывать вверх, так и делает. Ну, Ярославский на подстраховке. И уже Филанович там руками заваливал защитника. Слишком откровенно играл руками Александр. Ну, может, тоже понимал, не надо давать убегать быстренько. Все сейчас свои расставятся, займут позицию. Вчера состоялся матч дублеров. Вниз уже проходит, это все на фоне замка, красивое место. Вот. И городейские резервисты выиграли 1-0. Гол забил Игорь Желада в концовке второго тайма. Вот. Так что какой-никакой там положительный фон, может быть, в Соснове тоже привнесли. И исправили за прошлое поражение 0-5 от резервистов Немана. Шикавка. Что-то слишком... Сам себя перемудрил. Да, сам себя перемудрил Евгений. И в итоге потерял мяч. И аут в пользу хозяев. Не спешат, скажем так, откровенно. Хозяева разводить стоит. Стандарт исполнять. Ой-ой-ой, Жесткий стык в центре поля. Ну вот и эмоции. Филанович там с Павлючиком выясняют отношения. Павлючик на голову выше форварда. Ну, Филанович не боялся. ну крепыш. Павлючик вроде нагнулся извиниться за свой стык, а в итоге получилось, что едва там до драки дело не дошло. До сих пор лежит на газоне футболист
Городей. Кто это, Дубаич? Башилов это Башилов. лежит, и вообще никто не замечает о том, что он лежит. Так, ну, Да, ни врачи, ни судья. Лежит и лежит. ну, российский легионер-боец, он железный игрок основы у Яромка, поэтому, видишь, сам поднялся. И... Справляется самочувствие Алексей Кульбаков. Готов продолжить игру футболист Городей. Яшин дальним забросом находит штрафной Шикавку, и Челядинский там тоже был. Продолжается атака. Челядинский на фланге. Ему помогает Калугин. Калугин навес. За спину получилось Шикавки, и не смог Евгений встретиться с мячом. Ну ты командуй Яромка, чтобы вышли быстрее, раскрывались, разбегались. Потому что крумкачи уже насели совсем, по-моему, из игры. Шикавка убегает, он тоже это видит и оставляет мяч Филоновичу. Ну вот мы видели ярчайшее подтверждение игры Филиппа Иванова. Пяточкой себе за спину. Очень часто так играет Филипп. Ну это эффектно. А если еще эффективно, то, я думаю, даже ругать особо тренерский штаб не будет. Из-за боковой этот бросок. Челядинский так вроде как и не уходил оттуда. А Челядинский так часто делает, когда крумкачи продолжают атаковать. Остается немножко впереди. Высокий защитник, который может пробить головой. Неплохо побороться может чужой штрафной. Но сейчас уже Челядинский потихоньку оттягивается назад. Ярославский будет бросать из-за боковой, бросает на Глебко. Глебко полез на двоих и, по мнению Кульбакова, свалил. Очень много нарушений, из-за этого скорость игры получается не слишком высокой. Много остановок. Климович, ну вот какой-то прессинг, да, обозначает Городей, и почти приносит он успех. Дубаич выиграл воздух, Лебедев. Дальше на Глебко. Что будет делать? Попробует обыгрывать. Пытается обыграть Трубочкина. В итоге Трубочкин падает, и Кульбаков фиксирует нарушение. Сильный вираж заложил там Глебко. И Трубочкин там все контролировал и, не знаю, и уже вынудил фактически свалить Павлючик. Иванов дает на фланг на Калугина. Калугину было непросто, но тем не менее в борьбе с двумя он сохранил мяч, но все-таки в итоге потерял. И еще один свисток Кульбакова. Ну, а вот и принципиальность. На несколько метров правее надо выводить мяч. Знаменитая городейская перекличка звучит над стадионом. Вот как-то потихонечку Городей так отодвинула немножко игру от своих ворот. Да, и правда, все чаще игра на правой половине протекает. но без реальных угроз. Может быть, подсказали тренеры, как вот против этих забросов на Шикавку Филоновича бороться. И уже нет такой остроты, которая была там в первые минут 10. 26-я минута уже идет тем временем. А мы отмечаем, что по-настоящему опасных моментов все-таки и не было. Если так вообще разобраться по одному с обеих сторон. Удар Лебедева, который пришелся мимо, и такой полунавес, полуудар Иванова. Все, больше никто ничего не создал. Климович вынос. Рашилов. Лебедев мяч должен опустить вниз. Что будет делать Лебедев? Забегал Карпович. Кричали болельщики, чтобы Лебедев бил, но, наверное... Хотя, в принципе, можно было бы и пробить, наверное, с такой дистанции. Ну, Лебедев может, но мне кажется, тут уже больше выигрывали, так, может быть, и пробил бы. А так Пытался сыграть наверняка, понадежнее, да. Лебедев потеряли сейчас они с Дубаичем мяч, не поняли дружушка. И Лебедев продолжает бороться. Углового флажка и выцарапала Городей себе мяч. Против Челядинского, между прочим, Лебедев сыграл хорошо в отборе. Вот, подбежал там Игнатенко, помог, и заработали аут. Карпович будет далеко бросать.
прокачал этот скилл Сергей. Туда, в центр штрафной площади, на подборе Лебедев. Башилов, снова Карпович. Игнатенко, ну там защитник должен быть первый. И еще одна попытка. А вот видишь, Климович выбил так, что мяч к Воронам пришел. Но опасность все равно не закончена. И вот отвоевали обратно сразу же подопечный Сергея Ромко себе мяч. Лебедев. Хорошо против Лебедева сыграл Батищев, отодвинул его атаку немножко подальше. Тем не менее, продолжается эта атака зеленых. Наверное, впервые в матче настолько затяжное нападение Городей устраивает. Не осада, конечно, еще пока, но мячом уже владеют приличное количество времени. Показывает Карпович, что он один на правом фланге и получает уже передачу. Хороший перевод. Карпович может продвигаться вперед, но нет, отдает на Лебедева. Выскакивает сразу же Батищев на него. Не дают двигаться в центр, вытесняют на фланг. И ошибается Дмитрий. Калугин. Ну вот кому-кому, а Игнатенко в бойцовских качествах не откажешь. Выцарапал мяч. Но не удалось сейчас хозяевам сохранить. Мяч быстро Да, Иванов вводит. быстро вводит мяч, старается не терять времени. Шикавка красиво хотел себе подработать. Да, хотя пытался пяткой себе пробросить на ход, но в итоге получилось слишком сильно и ушел за лицевой мяч. От ворот будет. Закончилось поле, потому что если бы еще, наверное, метра два, то мог бы и отбежать. Ну, если бы 20, так вообще могу. Васильчик от ворот. Не торопится, ждет, пока разойдутся, станут по позициям полевые. Компактно, как по штанге выстроились там футболисты. Заброс вперед на Шикавку. Показывает Шикавку, что его держали руками. И, возможно, прав Евгений в этом моменте, что немножко придерживали его. Но Кульбаков считает, да, что за такое не стоит давать штрафной удар. Башилов. Может быть, если бы упал, тогда, может быть, и получил бы штрафной свой Шикавка. Ну да, там так незаметно защитник придержал и вовремя отпустил, что называется, когда мяч уже перелетал. Лебедев. В центре Башилов один можно ему давать, а он навешивает на Игнатенко. Не очень уверенно играл Костюкевич сейчас, но в итоге рукой перевел мяч на угловой. Ну, мне кажется, потому что в последний момент увидел, что там Игнатенко хотел вроде как бы провожать мяч, а потом увидел, что там есть кто-то в зелененьком, и от греха подальше мяч выбил, и так не спеша Лебедев будет подавать. Прошлые подачи не очень опасными получались. Посмотрим, как будет на этот раз. Очень интересная особенность, если несколько подач не пройдет, сменит ногу, что называется, команда, и пойдет подавать Дмитрий Игнатенко. То есть такое уже было, да? Да, уже и в прошлом сезоне, и в этом сезоне. Если не идет, значит меняют подающего. Подает Лебедев на ближнюю штангу, там Глебко набегал. Не попал по мячу полузащитник. Может быть, если бы повыше навешал Лебедев, тогда и что-нибудь получилось бы. Но слишком низко пошла передача, и Батищев с Калугиным вдвоем отвоевали мяч. Шестиловский навешивает. И вновь не особенно удачно играет на выходе Костюкевич, но все-таки попадает по мячу. Ну и фактически там Дубаич уже набегал, уже готов был этот мяч протолкнуть в ворота, поэтому все, молодец, здорово сыграл Евгений. Батищев. И что, Есть будет перед бить носовым Батищев? пространством. Нет, забрасывает вперед. И в расчете, наверное, все-таки это было на Шикавку, но Евгений не успел к этой передаче. Или, может быть, просто сильно отдавал пас Батищев. Казалось, будет бить, потому что так уже перед ним вроде как расступились все. Ну и тем более с такой позиции, с такого метража уже забивал Батищев в этом сезоне. Не далее, как в прошлом туре. Ворота Ислачи. Ну, решил хитро сыграть. Игнатенко с Яшиным. Калугин Свечка. зажигает свечу. Грудью играет Павлючик. Игнатенко здорово мяч опустил, отдал на Дубаича. Хотел, просил обратный пас. Дубаич полез сам на защитников и заставил свалить. Это уже близко. Ну, для прямого удара, конечно. Не, ну есть всегда возможность для прямого удара, но можно разыграть. Хороший навес выполнить.
Нет, Лебедев наверняка будет навешивать. Да, не та нога. Вот. А двух быстрых форвардов стерегут три. Три игрока обороны. Похоже, действительно, Яромко обращал на это внимание своих футболистов. Подача Навес Лебедева. Хорошо играет Климович. Перевисел он Павлючика. Снова мяч у Лебедева. Еще один фол. Уже пробросил мяч мимо Батищева Лебедев. И по Получил инерции по ногам. задел украинец, да, белоруса. И практически с той же позиции, откуда Лебедев навешивал буквально 20 секунд назад. И еще одна подача будет сейчас в исполнении футболиста Городеи. И, похоже, готов снова Лебедев навешивать. Отодвигает стенку Кульбаков. Мне кажется, что 9 метров все-таки здесь нету. Ну, Лебедев не Подача, хорошая подача прямо в створ ворот. И в итоге пришлось Костюкевичу кулаками играть. мяч еще опускался. Пришлось даже стелиться там по земле, да. Поэтому здорово сыграл вратарь. Придерживали сейчас руками Филановича. Падает Александр. Нарушение правил. Судя по движениям, быстро стремятся Крумкачи сейчас разыграть этот стандарт. Да, ну смотри, как быстро очень сразу 7 человек оказалось в белой форме на чужой половине. Хотя во время фола было всего лишь 2. Быстро прибежали, но уже атака переходит в позиционное нападение. Челядинский. Батищев. Климович налево получает. Продвигается вперед Климович. Дает на Талейка. Талейка пробрасывает вперед на Иванова, но Иванов не смог зацепиться за этот мяч. Тем не менее, продолжается атака Крумкачева. Калугин на фланге будет навешивать. Нет, пробегает вперед и падает. Это нарушение правил, Вот, Ярославский несомненно. оказался не на своей позиции. И желтая карточка. Опять же, потому что перспективный был момент. Мог Калугин входить в штрафную и свалил против него Ярославский. борьбу Ярославский. Не его эта позиция, скажем так. Оказался он на чужом фланге. Подстраховывал, видимо, Карповича после стандарта. Не успел вернуться Сергей, и поэтому пришлось там как-то необычно. И на самом деле хорошо сыграл 73-й номер Крумкачева, потому что реально казалось, что будет навешивать, а он пошел все-таки в обыгрыш и обыграл. Может быть, и не ожидал Ярославский такого тоже подвоха. Ждал, все навеса ждали. Ну, а теперь точно будет навес. Шикавка, да, у мяча? Да-да-да. Пошла подача, опасно. И нет, в расчете на Яшина была передача. Ну, снял там с головы Яшина Трубочкин. Павлючик. Трубочкин забрасывал вперед. И Батищев забрасывает еще один раз вперед. Климович. Филанович штрафной отдает назад на Яшина. И у Яшина получается удар по скорой помощи. Ну, удар защитника, как говорят в таких случаях. Был бы кто-то, наверное, поискуснее, может быть, и пониже мяч бы пошел. Да, может быть, если был какой-нибудь условно Батищев или Филипп Иванов, то получился бы удар по перспективнее. Ну, и по ситуации оказался там Яшин. Не успели вернуться защитники после стандарта. И кому уже, кто был рядышком, тот и бил, как говорится. Ну вот снова Крумкачи поддавили. То такими качелями игра проходит. То одна команда имеет какое-то преимущество в атаке, то другая. Но пока без... Ну, это пока преимущество в основном территориальное, чем какое-то игровое и по моментам. Игнатенко. Карпович получает мяч. Хватит на Дубаевича, тут на Лебедева. Здорово, Лебедев шло в штрафной. Против Лебедева Батищев. Неплохо корпусом играл украинец. И упустил мяч Лебедев за лицевую. Костюкевич от ворот. Подсказывает Челядинский Костюкевичу, чтобы отдавал налево. Так и делает Костюкевич. В итоге Калугин сохраняет мяч на ленточке, можно сказать. Да, судья был рядышком, видел, как не кричал Игнатенко, что аут, пытался запутать, но все-таки здорово сыграл 73-й номер. Ворона. Очень цепко сегодня играет Игнатенко, стоит отметить. Каждый момент до конца. Это его манера игры. Неуступчивый, злой. Дубаевич из вне игры выбегал форвард. Игнатенко загар отличный. Такое чувство, что только из Эмиратов приехал. Он смугленький такой парнишка. Хотя, может быть, в городе солнце, как в Эмиратах. Не, команда тренируется в Минске. На натуральном поле Сока, где когда-то занимались Крумкачи. Порой еще занимаются. Батищев, удар издалека. удар. Вот. Мимо Первая ворот. пристрелка. А попал бы в створ, попал бы в ворота. Но статистику нарушать нельзя в таких случаях. Ну да, Батищев такой.
Сегодня на матч вроде как собирался приехать бывший главный тренер Крумкат-Шоу. Ты про Олег Дулуба? Олег Дулуб, да. Не знаю, тут не успел рассмотреть его до игры. Может быть, попробуем в перерыве выловить. Интересно что-то поспрашивать у него. Но вроде как собирался просто приехать посмотреть футбол за своей командой. Но слухов достаточно много из Украины поступает по поводу Дулуба. В том Слухов числе много. и касаемо Крумкат-Шоу. Но в таком приватном разговоре Олег Анатольевич ничего не подтверждает, ничего не опровергает. Говорит, что я в отпуске и не мешайте мне отдыхать. Удар Лебедева издалека. И теперь уже Лебедев бьет по воробьям. С желтой карточкой прибежал Кульбаков, только пока непонятно кому. Павлючику. Жестко разговаривает Кульбаков с защитником. Ну, наверное, иногда судья и стоит так поговорить, чтобы как-то остудить пыл. 3 желтых карточки уже у защитников Городей. Это, наверное, такой момент, на который стоит обратить внимание Сергею Яромко. А менять-то некого, по сути-то. Плосконный поломанный. Ну, ладно, меняется, хотя бы успокоить просто своих ребят, потому что оставаться в меньшинстве может быть чревато. Ну и тут, соответственно, для Алексея Леонидовича Кучука тоже вопрос. А теперь жестко играет Талейка и получает желтую карточку Максим, футболист. Первая желтая карточка Крумкат-Шоу. Игнатенко заслужил, чтобы на нем показали желтую карточку, скажем так, за свои активности. Можно напрягать теперь Крумкачам этих защитников, которые под карточками. И в надежде на какой-то такой стык вполне себе можно рассчитывать на вторую желтую. Поэтому те, кто под горчичником, стоит быть поаккуратнее. Вновь во время штрафного у мяча Лебедев. Идет подача на ближнего футболиста. Как-то не идут подачи у него Лебедева ни со штрафных, ни с угловых. Скажу тебе по секрету, в этом сезоне подачи у него вообще не идут. Вот это неплохой момент. Отдавал с фланга Игнатенко. И кто там штрафной? Глебко. Глебко первым оказался. В каждом матче Сергей Глебко имеет ряд убойных моментов. Просто. Но тут такой неожиданный момент, я бы сказал. Вот Бил из-под защитника. Костюкевич не видел момента удара. И попадив в створ Глебко, не факт, что Евгений справился бы. Вот такие вот неожиданные какие-то выскакивания из-под защитников. Это его такой стиль. Уже были и штанги, были и перекладины, и мимо ворот он там бил, и суперсейвы голкипер делал. Все, пока вот моментов куча, да, парень создает, но не забивает. Иванов с мячом в центре поля. Против него двое. Игнатенко. Оба поднимают руки, но... Показывает Кульбаков, что от Иванова выходит мяч. Карпович ищет кому отдать. Подсказывает, что Боин свободен. Боин получает. В итоге от боя на мяч и уходит. А Крумкачи гораздо быстрее это все делают, понимая, что нужно поддерживать ту скорость, которую взяла команда, и быстро переходить из своей... Да, если Крумкачи будет держать там, то, возможно, просто городейские футболисты не смогут этого выдерживать. Шикавка на фланге, отдает на Иванова. Отлично, мимо трех. Иванов. Там на пустое место, на пространство, там, казалось бы, да, все по делу, все правильно делал, но не добежал туда. Наверное, логичнее было бы Иванова вообще простреливать низом и вращаться на то, что Филанович замкнет, а пытался отдать на дальнюю штангу, скорее всего, вращаться на Трубочкина. Ну, Трубочкин не понял, не побежал. Ну, там здорово, конечно, троих обрезали. Иванов с Калугиным. Шикавкой. Шикавка там, да. Ярославский бросает. Яшин аккуратно в аут сбрасывает. Позволяет своим футболистам вернуться немножко назад. Кучук подзывает к себе Филановича. Что-то сейчас ему будет объяснять. Пока 8 футболистов защищаются, что-то объясняет Кучук своему нападающему. Сейчас Филанович что-то говорит Шикавке. Возможно, перестроиться как-то и чуть по-другому будет бегать вперед, там, один под одним или как-то там против какого-то защитника персонально играть. Ну, постоянно, смотри, стандарт у ворот Крумкат-Шоу и 3 человека с Крайние двумя защитники, нападающими. опорник Якубович, да, они стерегут. Подача. И хороший удар. Проиграл вверх Дмитрий Яшин, и Городея забивает.
Кирилл Павлючек. Ну из ничего. Из ничего выбивал Городея. Проигрался Яшин, на самом деле, наверняка большая вина именно российского защитника в этом голе. Но Павлючек, отмечаем, здорово сыграл в своем стиле, головой. Часто он забивал и раньше, когда был молодым, и сейчас вот отличился. 1-0 Городея повела на 43-й минуте. Не дотерпели до перерыва. Забил номер 16 Кирилл Павлючек! Ну вот второй матч подряд. Гол Городея приходит такой неожиданный, да? С Неманом был пенальти в самом начале второго тайма. Там еще никто вообще не успел проснуться, наверное, из гостей. Вот. Ну и сейчас такой штрафной, который до этого ничего не получалось вверху после подач Лебедева. А тут вот подача прошла, и здорово выпрыгнул Павлючек. На самом деле большое дело сделал Городея, забив мяч в раздевалку. Это всегда в спорте это ценится. Но мне кажется, что Крумкачи сейчас попытается еще хотя бы до перерыва отыграть этот мяч, потому что уходить при 1-1, наверное, поприятнее, чем при 0-1. Ну и психологически вернуть себе, скажем, настроение получше сделать. После этого штрафного расскажем о заменах, которые есть у тренеров. Актуально это сейчас Крумкачам в большей степени. К слову, в последнем матче с Ислычу всего лишь одну замену произвел Алексей Кучук, и получилась она такая, больше, наверное, по позиции. Иванов примеряется к работе бокового рефери, смотрит, ну, может быть, стоит потом, когда закончу, с флажочком побегать. Готовится подавать. Пошла подача Иванова. В центр штрафной, там Василючек. Здоровый подбор. Не получается удар у Трубочкина. И здорово подстраховывает Калугин. Не закончился так, а там Челядинский. Падает Челядинский, но рядом линейный. Показывает, что все в порядке. Можно продолжать игру. Пашилов. Заброс туда. Не точно забросил. Ну и давайте по заменам. У Крумкачева 14 номер Антон Шунто, это вратарь. 5 Алексей Василевский. 8 Егор Семенов. 17 Александр Шинецкий. 21 Артем Забун. 59 Роман Кривулькин. И 99 Вячеслав Глеб. Но судя по тому, что пока команда проигрывает, наверное, Забун, Глеб. Забун и Глеб, да, наверняка это наиболее вероятные замены в перерыве. Вот. И у Городея 84-й вратарь Николай Романюк, 14-й Евгений Шедловский, 8-й Сергей Усеня, 5-й Алексей Тупчий, 20-й Алексей Мартынец, 85-й Дмитрий Пархачев, 88-й Андрей Воронков. Дубаич не смог продлить дальше мяч на партнера, а основное время первого тайма истекло. И ничего не добавляет Алексей Кульбаков. Синхронно мы завершили этот тайм. 1-0 после первого тайма Городея выигрывает у Крумкачева. На исходе первой половины игры мяч забил Кирилл Павлючек. И, ну, наверное, все-таки неожиданный момент, потому что Крумкачи как-то гораздо больше гостили на чужой половине поля. И немножко нелогичным оказался гол Городеи. Скажем так, на гол не наиграл пока никто из команд, поэтому 0-0, наверное, был бы более справедливый результат. Но в данный момент, в данной ситуации... Футбол зачастую несправедливый. Да, во-первых, это, во-вторых, ну, в створ ворот попали и забили. Крумкачи пока в створ еще не попадали. Ну, а мы, наверное, отдохнем минут 12, вернемся ближе к началу второго тайма и посмотрим, как попытаются отыграться Крумкачи и как попытаются удержать, да, либо, наоборот, увеличить свое преимущество Городея. Все, не скучайте.
Не иначе. Далеко не ухожу, прям в центр поля сейчас. Позволю себе напомнить, что в прошлом сезоне с Крумкачами мы сыграли 1-1 дома, и на выезде была одержана победа 1-0. Как сами... Поддерживать. Ну что ж. Так, друзья, сейчас начинаем. Значит, сейчас мы разыгрываем сектор. Сектор. Кручу, верчу, победить хочу. Жаль, нам не достанется этот приз. 11-й сектор. Сектор номер 11. Уже есть счастливчик. Отвернись, Миша. Отворачивай. Тяни. 11-й сектор, второй ряд. Осталось определить только место. Не слышу какое. Все равно не слышу. А мы сейчас угадаем, Миш. Окей. И пока что Итак, барабанная дробь. Место номер 8. 11-й ряд, второй сектор. Наоборот, сектор 11, ряд 2 с билетом. 11-й сектор, второй ряд, место номер 8. 8-го нету. Тянем дальше. Может, ты попробуешь? Я все мимо. 11 место. 11-й сектор, второй ряд, 11 место. Тоже мимо. Давай еще раз. Место номер 7. Нету Так, седьмого. секундочку. Место номер 7 у нас на карте зачеркнуто. По идее, на него купим все-таки билет. Я предлагаю продолжить, все-таки предлагаю, да? Ну да. Счастливчики будут те, кто остался, да? Поэтому тянем дальше. Место номер 4. Опять мимо. Давайте, Катя, вы, может, своей счастливой рукой определите обладателя этого большого, огромного и ценного приза. Место номер 11. Было, тоже мимо. Еще раз. Номер 5. 5-е место. Сектор 11, второй ряд, 5 место. Отсутствует. А какие есть, простите? Не слышу, не вижу, громче. 9 место. Второй ряд, 9 место. Второй ряд. Давайте еще. Так, давайте-ка вы перетянем ряды. Как вы на это смотрите? Нет? Против? Второй ряд категорически против. Подождите, вот у нас есть, может быть... Место номер 1. Место номер 1. Тоже нет.
еще попытка. Все равно мы найдем его. Место номер 18. Есть, ну наконец-то. девушка в розовой кофточке безумно рада. Мы больше всех хотели получить этот чемодан. Приглашаем вас на поле для получения приза. Все завистью смотрят на вас, улыбайтесь. Вас фотографируют, счастливый случай, удачи. Ждем нашу счастливую обладательницу. Дорогие друзья, пока мы ждем нашу победительницу, хочу попросить для вас отдельные аплодисменты для 11-го сектора, который не случайно попался сегодня в розыгрыше, потому что вот буквально где-то на верхних рядах сидят люди, которые клеили наклейки на хлебушек. Так что вам отдельные респект и спасибо. Спасибо Нестерскому хлебозаводу за то, что поддержали нашу акцию, про которую узнали многие на всех сайтах, на всех страницах и в социальных сетях. Трубили на всю страну. Это приятно очень, что нас заметили и оценили нашу работу. Значит, мы не зря здесь стараемся и распинаемся, встаем с тобой стоя у этого чемодана. Что, хотим приз ближе к нашей счастливице, да? Я тоже почувствую себя на секундочку отпускником. Отпуск очень хочется, но пропускать матчи любимой команды это никогда. Знаешь, Миша, с чемоданом, конечно, хорошо, но все-таки с билетом в руках лучше, правда? Да, и очень приятное чувство дарить подарки. Еще, наверное, для меня это приятнее, чем их получать. Согласись? Конечно. А еще хочу напомнить, что все наши болельщики даже лежа на море могут рядом быть с любимой командой. Зашел так себе в гаджет любой сайт, офсайт, Инстаграм, Контакт. Вас приветствует футбольный клуб «Городея». Да, мы И везде, вот наши мы победители. Представьтесь, пожалуйста. Наталья. Наталья с билетом, который подтверждает, что она действительно стала участницей розыгрыша. С вами пришел сын или это брат ваш? Это ваш друг, представьтесь. Паша. Паш, ты пришел помогать тащить чемодан? Понятно, мужчина. Мы вас искренне поздравляем. Расскажите, как давно болеете за команду? Еще с первой лиги. Замечательно. Мы очень рады, что именно вам достался этот чемодан, потому что мы любим своих болельщиков. Спасибо еще раз. Ну вот и приз буквально собираетесь вам отдыхать этим летом? Очень хотелось бы. Теперь придется, Наталья. Удачи вам. Участвуйте дальше в наших розыгрышах. Ждем на матчах нашей команды. Официального сайта. Дорогие болельщики, еще раз призываем вас вместе и дружно болеть за нашу команду, чтобы мы видели такой отличный результат, как совсем недавно продемонстрировала нам наша любимая команда «Городея». Замечательный гол в ворота, и это только начало. Говорит о том, что один приз уже будет разыгран на следующем матче. Да, это замечательная акция, благодаря которой наши болельщики могут получать ценные призы от клуба и понимают, что болеть не только приятно, но и полезно. Что ж, я удаляюсь на свою позицию. Ждем футболистов на поле. Еще раз благодарим спонсоров и партнеров команды, а также все трудовые коллективы, которые каждый матч рядом с нами, с вами и с командой. Отдельное спасибо вам!
Возвращаемся в Городею. Совсем скоро стартует второй тайм матча Городея-Крумкадши. После первой половины счет 1-0 в пользу хозяев. На 42-й минуте единственный мяч пока забил защитник Кирилл Павлючик. Здорово выпрыгнул после подачи Лебедева с штрафного и пробил Евгения Костюкевича. С вами, как и были прежде, Андрей Масловский и Вадим Кнырко. И мы видим, что замен нет. Ни у Воронов, что интересно, и у Городей, в принципе, что как бы и ожидалось, потому что, менять особо ничего не надо. Да, Крумкадши вышли на поле еще за 5 минут примерно до начала второго тайма. То есть, видимо, особо ничего не пришлось объяснять Алексею Кучуку. И вот уже второй тайм начался. И, наверное, стоит сказать пару слов о тех игроках, которые играли в первом тайме в составах обеих команд. Городея, футболки зеленые, в воротах 99-й Василючик, 29-й Карпович, 16-й Павлючик, 4-й Шестиловский, 18-й Ярославский, 25-й Башилов, 31-й Якубович, 2-й Игнатенко, 12-й Глебко, 10-й Лебедев и 9-й Дубаич. Главный тренер Сергей Яромко. И состав Крумкадшоу сегодняшний. В воротах 69-й номер Евгений Костюкевич, 2-й капитан команды Артем Челединский, 9-й Александр Батищев, 10-й Филипп Иванов, 13-й Дмитрий Климович, 19-й Максим Толейко, 20-й Александр Филонович, 23-й Евгений Шикавка, 44-й Иван Трубочкин, 73-й номер Михаил Калугин, 88-й Дмитрий Яшин. Исполняющий обязанности главного тренера Алексей Кучук. И обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров в следующем составе. Это главный арбитр Алексей Кульбаков из Гомеля, и ему помогают Олег Маслянка и Андрей Герасимук, оба из Бреста. Получили право на штрафной Крумкадши. В центре, можно сказать, поля свалили на Шикавке. Сам же Шикавка и навешивал, и в итоге заработал угловой. Вот первый стандарт во втором тайме. К мячу подошел Филипп Иванов. Вся Городея почти в своей штрафной. Вот сейчас Глебко туда входит, идет подача. Неплохая подача была по нацеленности, но никого из футболистов в центре штрафной, в центре вратарской не оказалось. Яшин в белой форме. касался, там как-то скидывал, но там в Павлючка мяч прилетел и улетел за боковую. А вот будут бросать Крумкадши. Наверняка куда-то далеко-далеко в штрафную будет пытаться бросать игрок. Так и делает. Падает Шикавка в штрафной, но как-то он, так казалось, Павлючик там заваливает реально его руками. ну, показалось, просто оперся как-то Шикавкой на защитника. Яшин. Снова Павлючик выше всех. Здорово играет в воздухе. Ну, на самом деле, не сказать, что очень здорово, потому что если был бы там игрок в белой форме, то могло быть опасно. Наверное, как-то поувереннее надо было играть в таком моменте, но все-таки хорошо, что... Чуть-чуть посильнее надо было выбивать, да, так. Ну, здорово, что все хорошо закончилось для хозяев. Карпович выбрасывает из-за боковой. Лебедев. Потеря. Батищев. Заброс вперед на Шикавку. Шикавка можно пробить. Но нет, как-то долго подбирал ногу Евгений. И в итоге не пробил, и не сохранил мяч. И против него здорово сыграл Павлючик. Это Шестиловский был. Коротко стрижены Да, оба, поэтому чуть-чуть их можно спутать. И такие по манере два больших таких защитника. Снова Шикавка и Шестиловский борются. Трубочкин. Подача штрафную на Филоновича, но в недодачу пошел этот пас. И Толейко пробил издалека, но от ноги Якубовича, по-моему, мяч ушел за лицевую и угловой очередной ворот Городеи. Ну вот активно начали гости. Ну, отыгрываться надо вполне логично. Как-то болельщики во втором тайме подуспокоились, как-то тише стало на трибунах. Может, еще не дошли Поели. из точки питания. Спать хочется после того, как... Ну да, тем более солнышко светит, разморило. Сейчас соберутся, вернется фан-сектор и заведет стадион. Шикавка будет подавать с углового. Подача. На ближнюю штангу, там Василючик. Прямо в руки Василючику. Смотрит по сторонам Влад. Ищет, кому отдать, но не находит быстрого продолжения, поэтому будет медленно сейчас разыгрывать Городея этот мяч. Уже больше 6 секунд, и вот Кульбаков показывает, что говорит ему, что долго, давай как побыстрее. Игнатенко. Едва мяч не потеряли.
И, кстати, нарушилась одна из традиций Городей. В перерыве нет, случилась замена в опорной зоне. Значит, все устраивает Сергей Ромко, как действует дуэт Якубович, Башилов. Еще один фол вблизи штрафной. Ну, как вблизи, метров 10, да? Тут поближе может, можно и 12. пробить. Да, можно пробить. Позиции. И смотрим, Иванов сразу же подходит к точке, откуда будет производиться этот удар. Со спины подкрадывается Шикавка. И Батищев тут как тут. В общем, И Климович подошел. Нет, Батищев вряд ли будет бить. Все те, кто может бить. Тройной консилиум. Ну и судя по тому, что устанавливает мяч Климович. Стенка и Василючик не могут договориться. Стенка спрашивает, куда остановиться. Василючик просит поставить мяч, чтобы понять, куда ставить Стенку. А Стенка все равно просит, куда остановиться. В итоге все-таки договорились. Климович, Иванов у мяча. 4 городейских футболиста в стенке. Двое рядом и двое футболистов Крумкашова где-то рядышком. Климович И бьет. Климович Ой, выше ворот. слишком высоко. Куда-то к шашлыкам. И по милиционеру, по-моему, попали. Да, но он виду не подал. Опасный Натренированный парень. момент для милиционера, а не для Василючика. Высоковато, конечно, пробил Дмитрий Климович. Из таких ситуаций надо выжимать более опасность. Ну, это как филд-гол был в американском футболе. Ну, туда бы попал бы, конечно, да. Прошел бы в команду. Ну, свистит Алексей Кульбаков. Зафиксирован фол со стороны Филиппа Иванова. И привычная картина для Городей не спеша. Эта команда начинает свои атаки. Павлючик. Забрасывает вперед. Игнатенко с Пока Полугиным хорошо борются городейские футболисты в чужой штрафной. Легко и Угловой показывает арбитр. От Яшина Показывает, что мяч от Яшина ушел, да. Тактика городейцев не меняется, пока, когда стандарт у чужих ворот. 3 защитника остаются против Шикавки и Филановича, 2 нападающих Крумкачеву. сейчас забавно. Нападающие бегают, и 3 защитника бегают вдоль центральной Да, линии. контроль Подача. тотальный. Выиграл воздух Дубаич, но сбрасывал куда-то в центр, но там никого не было из партнеров. И Слишком теперь вперед стремились все после этой передачи Дубайча, и в итоге никто не откликнулся на нее. Но второй волной может пойти атака Городей. Игнатенко отдавал. на Лебедева, но там пробежал уже полузащитник. Момент, место, куда мяч прилетит, поэтому... Оттолкнули рукой сейчас Филановича. Это нарушение правил, фиксирует арбитр. Скамейка Крумкашова, похоже, требует желтую карточку. И наверняка это для этого футболиста А у желтая Ярославского карточка. это была бы второй. Была бы вторая, могла быть красная, но Кульбаков карточки. решил Без обойтись карточки. без карточки. Да, решил обойтись без карточки. И без карточки только пока Семен Шестиловский у Городей. Все остальные защитники имеют предупреждение. И Павлючик, и Ярославский, и Карпович. Шикавка у мяча. Подача в штрафную. И прямо в руки Василючику. Василючик сегодня достаточно уверенно действует. Особенно вот в такие моменты. А ему сейчас тяжелее, ему сейчас солнце в глаза светит. А если говорить о карточках, у Крумкашова один футболист. Максим Толейков получил в первом да, тайме. свалил он на Дмитрия Игнатенко, и Кульбаков, не мешкая, выписал горчичник. Снова Игнатенко и Калугин там борются. И что? И заработал угловой Игнатенко. Казалось бы, там все должно было спокойно заканчиваться для гостей. Калугин был первый на мяче, и можно было давать ему беспрепятственно укатываться за пределы поля. Но... Отлично корпусом сыграл Игнатенко и заставил Калугина коснуться мяча перед уходом за лицевую. Лебедев будет подавать с углового. Подача. Костюкевич играет на кулаком. выходе. И да, выходит мяч в аут. Продолжится атака Городей. Тут не пойму, уверенно или не уверенно сейчас сыграл Евгений. Уверенно вышел, может быть, неуверенно сыграл по мячу. В любом случае опасности не было. Значит, прекрасно все. Ярославский бросает из-за боковой. Дубаич.
Хорошо разворачивается Дубаевич, уходит от Батищева, дает на Игнатенко. Пытался навесить. Игнатенко поменял фланг сейчас. Наверняка вынужденно пока что. Могут периодически они с Глебко меняться флангами, но это не постоянная практика, скорее эпизодические какие-то моменты. И снова угловой. Третий корнер за последние, наверное, 2 минуты. И 2 больших центральных защитника трусят штрафную. Подача. Сильная такая получилась подача, ну что, от ворот. Костюкевич далеко выбивает на Шикавку. Шикавка не смог зацепиться за этот мяч. В борьбе с защитником хозяев. Игнатенко здорово помог Павлючику сейчас и сохранили мяч городейцы. Интересно, что, по-моему, никто из воронов не разминается. Настолько верит коуч в своих ребят, которые на поле, что никого не отправил, по-моему, разминаться. Или, может, просто хорошо размяты. Ну, может быть, в перерыве не смотрели, как разыгрывают чемодан, а двигались, разменялись. Трубочкин, навес. Хорошая подача, но не дотягивает до мяча Филонович. Дезориентировал Филонович сейчас Василючика. Как-то так он прыгнул неуверенно за этим мячом. Но благо для хозяев никого там не оказалось на штрафной площади. Отмечаем хорошую передачу Трубочкина. Здорово он смог все-таки направить мяч в штрафную. Филонович сбрасывал головой на Шикавку, но... Сильно очень мяч полетел. Там Серес Василючик расторопно сыграл. Вовремя вышел и забрал мяч в руки. Снова тянет. Влад сейчас снова может последовать команда от Рыбакова, что слишком долго в руках мяч держит. Понятно, что 6 секунд никто не считает. Долго все равно нельзя. Зарядил гостевой фан-сектор речевку Олег Дулуп. То ли они все-таки увидели тренера на трибунах и таким образом решили его поддержать, то ли просто, ну, вряд ли они выражают недовольство, но новым пока исполняющим обязанности после победы. Не смог качественно остановить мяч Лебедев. Хотя вроде бы ничего ему это не мешало сделать. Шестиловский эту свечку зажигает, мяч становится у Воронов. Ну, еще одно какое-то неказистое действие от защитников Городей. Лебедев. Снова не смог хорошо обработать мяч Лебедев. Талейка видит одинокого Трубочкина на фланге. Перед ним Ярославский. Неудачный заброс Трубочкина на Батищева и потеря. Сейчас будет потеря с обратной стороны. Тоже не очень удачно Ярославский атаку начинал. И надо мяч вниз опустить. Что, в принципе, сейчас Городей делает. Башилов. Слишком сильно отправил мяч. Отправлял мяч на Глебко, и в итоге в аут уходит. Яшин отпускает. Едва не потерял Яшин сейчас. Но все-таки вовремя исправил свой недочет, свою неточность. Может быть, даже понимал, что если что, придется и фалить. Потому что Дубаевич очень здорово среагировал на то, что Яшин мяч далеко отпустил. Моментально ускорился. Калугин. Назад на Климович. Климович заброс. Вращается на Иванова. Иванов головой сбрасывает штрафную. И там Василючик. Хорошо играет на выходе Влад. Пока это не опасно для Василючика. Скорее так разминают. Вроде как бы сброс, да, но никто там не успевал из партнеров Иванова. Неудачный вот Василючика в игру. Извиняется перед партнерами. Вратарь. Талейка. Не получает мяч Талейка. Здорово играет опорная зона в Городей. Но пока все поджали. Гости хозяев сейчас. Забрасывает вперед Климович. Шикавка себе за спину пытался
через себя отдать, но не смог. Батищев бьет и мимо. Здорово подработал себе там, не опуская мяч на землю, хотел пробить. Но против него хорошо играл игрок Городей. Не позволил качественно нанести удар. Ну, там много было ног. И все ноги мешали пробить. Вынос. На этот раз Васильевичек выносил по центру, чтобы избежать выхода в аут. Скорректировал огонь свой прицельный и заработал штрафной для своей команды. Дубаевич там оказался на газоне после контакта с кем-то из защитников. Крумкачев. Лебедев будет исполнять штрафной. Тем временем меньше получаса основного времени остается до конца матча. Штрафной метается мяч. Башилов. Любопытный момент, да, никто не откликнулся на передачу Лебедева. В итоге мяч доскакал чуть ли не до правой штанги ворот Костюкевича. Ни сам Евгений не пошел на эту передачу, ни защитники не смогли вынести, ни городейцы не могли нанести удар. И в итоге достаточно опасный момент был. И удаление у Городей. Вторую желтую карточку получил Кирилл Павлючик, автор гола. И красная карточка от Алексея Кульбакова. Там в меньшинстве остается Городея. успели поплеваться еще Башилов и Талейка. Ой, Башилов и Талейка. Павлючик и Талейка. Что-то не сдержал эмоций. Не сдержали эмоции футболисты. На ком? На Филановича, да, свалил? На том самом, с которым в первом тайме подцапался Кирилл. Да, ну, жестковато, если честно, пошел в отбор защитник. Поэтому, Причем, в принципе, наверное, не требовалась ситуация такой жесткости. ну, теперь нужно что-то менять. И сразу же реагирует. Ну, так получилось, что сразу же тренерский штаб Городей реагирует. Не, ну надо, потому что центральный защитник покидает поле. Наверняка надо какие-то изменения делать. А какие изменения у нас могут быть вообще? Кто будет играть вместо Павлючика в центре? Ну, может опуститься Алексей Тупчий, если его сейчас выпустит Валерий Яромко. Сергей Яромко, простите. Шедловский, Усеня, Тупчий, Мартынец, Прохачев и Воронков. Вот эти парни в резерве. Шедловский Евгений будет выходить. Шикавка забрасывает штрафную. И в итоге мяч попадает в руку футболисту Крумкачеву. И штрафной в пользу Городей. Спасительная Несомненно. пауза для хозяев. Сейчас можно перестроиться. 14 номер Евгений Шедловский выходит. Чаще всего в таких случаях меняют кого-то из атакующих футболистов. На сей раз это капитан Дмитрий Лебедев. Капитанская повязка перекочевала на рукав Вячеслава Ярославского. Ну что ж, чуть меньше получаса осталось у Крумкачева на то, чтобы отыграть мяч дефицита. И, несомненно, надо, наверное, усиливать давление на чужие владения. Посмотрим, как это получится у гостей. Показал сейчас Евгений, как нужно перестроиться полузащитникам. Ну, тут много думать не нужно. В 4 в линию будут играть. 4-4-1 сейчас стала схема у Городей. Или 4-1-3-1. Или же, да, либо же нижний опорный будет Денис Якубович. Он сейчас как раз-таки ниже всех и располагается перед своими двумя центральными защитниками. Башилов у мяча. Заброс направо на Игнатенко. Получает мяч Дмитрий. Технично. Грудью бросил себе под ноги. Карпович. На Глебко шла подача. Там пытался ногой сыграть, но Яшин здорово там сыграл головой. Вот первое касание Шедловского. Активно вступил в игру. 14 номер. Но мяч оказался у Воронов. Талейка. На Иванова. Иванов продолжает дальше на Филановича. Не точно. Яшин аккуратно сбрасывает Батищева. Батищев снова вперед.
Сбрасывает под удар Филонович. Филонович мог наносить, но отлично против него сыграл кто там? Шестиловский это был, да. Не позволил пробить нападающему Крумкачеву. Здорово перехватывали мяч хозяева. Башилов там здорово сыграл на опережение, но мяч до Дубая еще не дошел. А вот теперь Игнатенко с мячом. Слишком много ног тут. Пытался уйти, ушел от всех. Мяч в итоге сохранил. Срывает аплодисменты публики, но ошибся с передачей. Глебко не пошел вперед. Интересно, какие изменения сейчас сделает Алексей Кучук. Все-таки действительно надо, наверное, усиливать давление на чужие ворота. И, может быть, даже как раз-таки Вячеслав Глеб сейчас был бы не лишним на поле. С его-то опытом при игре в большинстве. Вот сейчас недовольная местная публика. Лежит там Сергей Карпович на правом фланге. Держится за ногу. А штрафной, кстати, будет пробивать Крумкачи. Что-то то ли не досмотрел Алексей Кулебаков, то ли посчитал, что все было в пределах правил там в том стыке. А уже потом хозяева нарушили эти самые правила, что Шикавка там мяч пока устанавливает. Много тренеров сейчас на трибунах, все подсказывают, кому что там нужно делать. Ну, все в порядке с Карповичем. Ну, не все в порядке, но попробует расходиться, наверное, Сергей. Ну, раз сам поднялся, то значит... А Яромка тем временем еще одну замену готовит. Планировал, скажем так. Шикавка готовится подавать. Пошла подача от Евгения в штрафную далеко и прямо в руки Василючику. Какие-то подачи сегодня у Крумкачева прямо в руки вратарю все идут. Василючик перед игрой отрабатывал ловлю мяча. У них тут очень много времени перед началом разминки. И они в спортивном зале с Карповичем отрабатывали навес и удары с близкого расстояния, чтобы Василючик прямо их ловил. Предчувствовали, наверное, что много будет такого? Может быть, что много будет навеса, да. Карпович. Ошибся в Карповиче передаче. Батищев перехватил. Забегали футболисты обеих команд. Шикавка можно было отдавать в центр, но в итоге решил развернуться Евгений и отдать на Иванова. Падает Филипп Иванов, показывает Кульбаков, что не было нарушения правил. И теперь уже показывает, что было нарушение правил на игроке Городей. Дубайча затолкали. Климович и Калугин там, получается. «68-я минута у нас. Городея Крумкачи 1-0. Единственный мяч в конце первого тайма забил Кирилл Павлючик, которого уже на поле нету. И нету из-за красной карточки. Крумкачи играют в численном преимуществе. Ну, пока очень здорово и активно Городея прессингует. Как-то включились футболисты Яромка. Они стали больше двигаться и больше стали активнее мяч забирать. Ну, тоже понимают, что нельзя давать сейчас Крумкачам возможность размеренно и спокойно начинать свои атаки. Их больше на одного человека, соответственно, больше возможностей как-то разыграть. Поэтому нужно двигаться активнее. За счет скорости где-то пытаться нивелировать количество людей на поле. Хорошо в подкате сыграли сейчас против Шикавки, но продолжается атака Крумкачева. Филонович бежит, борется против защитника. И в итоге падают все. Падает Филонович под ноги Василючику. В какой-то момент казалось, что сейчас убежит Филонович от Ярославского. Но здорово на дистанционной скорости. Мне кажется, уже Ярославский. Подустали. И что Филонович, так Шикавка. Очень много забегов они сегодня сделали. И много забегов в холостую прошли. Наверное, стоит задуматься об этом Алексею Кучуку. Ну, кого-то одного можно, да, и поменять. Тем более есть нападающие. Да, и Забун может выйти как раз-таки мне кажется, нападающий. Такой же по манере игры. Быстрый, вот именно, да. И Вячеслав Глеб, который может немножко подуспокоить, что ли, атаку. Да, зацепиться за мяч, придержать, дать возможность партнерам подойти. Тоже все это Вячеслав умеет. 2 мяча на поле у нас. Ну, играют тем же, которым мы играли, пока Игнатенко бежит. Зарабатывает фол. Зарабатывает штрафной. Челядинский сфалил. Болельщики требуют, видимо, желтой карточки.
Болельщики, может быть, и красную, могут и красную потребовать, да? Прямую, да. Ну, на желтую не тянул фол, конечно. Болельщики могли и пенальти потребовать в этой ситуации. Здорово разыграли на коротке. Дубаич входит Не в досмотрел штрафную. Калугин за Дубаичем. Игнатенко навешивает. Никого нету. нет. Яшин неудачно принимает мяч. Башилов штрафной. Боролись там на маленьком квадратном метре, наверное, 4 футболиста. В итоге все-таки отбились крумкачи. Не рискует. Ярославский выносит мяч за боковую. Увидел, что там пас вратарю не проходит, могли перехватить. Поэтому решил действовать поспокойней. 20 минут еще остается до конца матча. Прострел. Правда, хорошая передача на Шикавку, но не смог ударить Шикавка с первой попытки. Со второй все-таки наносит удар и зарабатывает угловой Евгений. Дважды под блок попадал Шикавка сейчас. Первый раз вообще никуда мяч не отскочил, а второй раз на угловой. Сам же Евгений будет подавать. Привычно. Свистят городейские болельщики. Мешают Евгению сосредоточиться на этой подаче. Подача. Подача пошла хорошая. И гол! Дмитрий Климович 1-1. Абсолютно один оказался Дмитрий Климович. Василючек неудачно сыграл на выходе, промазал по мячу. Да, и Климович уже в пустые ворота забивал. 71-я минута, 1-1. Крумкаши отыгрались и, несомненно, сейчас на этом порыве могут побежать дальше, можно сказать, добивать уже соперника, который дал первую пробоину. Посмотрим, что будет. Но, на самом деле, сейчас может стать интересно. Ну и снова стандарт. Первый гол со стандарта и второй пришел со стандарта. И оба головой забиты. Оба головой, да. Посмотрим, как теперь Городея будет. Вроде как бы и надо и спасать. Можно попытаться вырвать победу, пойти вперед, да, ну все же хотят победить, а с другой стороны вас меньше, и надо думать о том, как бы ворота дальше сохранять. 11-й матч Климовича в этом сезоне и первый гол отмечаем у защитника минчан. Важный гол. Шикавка пытался пробросить мимо Шедловского, не успевает. И очередной стандарт. А нет, не будет стандарта. Калугин пытался прострелить, попал в ногу защитнику, и уже от ноги защитника мяч попал в ногу уже Калугина и покинул поле. Теперь уже Васильевичек точно никуда спешить не будет. Надо сбивать этот атакующий порыв гостей, которые на эмоциях сейчас должны, по идее, еще больше навалиться на ворота. Смотрю на скамейку Крумкачева, по-моему, все равно никто не разминается пока что. Ну, бегают там 3 человека. И только что вернулся Александр Шинецкий. Игнатенко Кого-то- далеко вперед. Кого-то зовет администратор. Будет сейчас замену. Показывает там пальцем, кто из футболистов должен прийти. Что, по манере Бегослава Глеб? Да, по-моему, Вячеслав Глеб вскоре войдет в игру. Ярославский. Шестиловский. Игнатенко. Карпович. Держит мяч здорово хозяева. Дубаич. Игнатенко хотел красиво между ног пробросить. Там внимателен был защитник. Перевод на правый фланг. Трубочкин здесь встречается с мячом. Продолжает на Иванова. Хорошо уходит Филипп. Забрасывал на Шикавку, но против него хорошо сыграл центральный защитник. Лепко. Получал по ногам он от Трубочкина. Исправно, причем так раза 2 или 3. Быстро разыграл Городей, ну и замедлил немножко развитие атаки Игнатенко. Раскрутился вокруг своей оси и потеряли темп хозяева, хотя там перспективно убегал Карпович вперед. Здорово. Отлично, стеночку сыграли. Есть свободное пространство, есть Игнатенко может преимущество. 4 в 3, Игнатенко бежит, бьет. Бьет низом, но слишком слабый получился удар у Игнатенко. И, может быть, поспешное действие сейчас принял Дмитрий Игнатенко. Возможно, можно было сыграть и получше. И теперь уже провал. быстрая атака Крумкачева. Калугин входит в штрафную, обыгрывает.
но подстраховал защитника. Кто-то был Шедловский. Шедловский боролся, а подстраховал Карпович. Успел вернуться после атаки. И в итоге на угловой выбил мяч Карпович. От Игнатенко сейчас многого ждут. Он сейчас главная ударная сила команды, которая осталась после ухода. Ну что, еще- Он главный креатор. Ну а мы смотрим... за Еще один подачей. угловой. После предыдущий закончился голом, напомним. Хороший перевод в исполнении Филиппа Иванова. Уже чуть ли не лежа на земле головой отправлял мяч Филипп чуть дальше по штрафной, но Во время полета выше перекладина можно полетел мяч. покинуть поле. Помог Артем Челединский поставить мяч Владу Василючку, потому что тот не торопился совсем, пил водичку. Ну да, Вячеслав Глеб выходит. Интересно, кого заменит. Заменит кого-то из нападающих или, может быть, уберет кого-то из полузащитников, попытается в 3 нападающих сыграть. Алексей Кучук. Но если из полузащитников, то с учетом позиции, может быть, Иванова. Но все наши уже гадания ни к чему. 20-го... Александр Филановича меняет Вячеслав Глеб. Филанович провел, в принципе, неплохие 75 минут. Достаточно много напрягал оборону соперника. Заработал несколько угловых. Даже были возможности у него для удара, но... Он подсадил на карточку Павлючка. Кстати, да. Наверное, самое главное, что сделал Филанович в сегодняшнем матче. Ну и пару рывков. Выходы там были, пусть они не заканчивались ударом, но опасно атаковали гости через Филановича. Игнатенко. Это не Игнатенко, это Дубаич там боролся, и в итоге схвалили на нем. Сергей Усеня выходит у Городей. И вот это интересно. Меняет полузащитника Сергея Глебко. А Усенин номеральный защитник. Но тут замена, видимо, с целью освежить ноги на фланге, потому что совсем не бегал Глебко уже в последние минуты. Очень устал футболист и нужны быстрые ноги. Ярославский в защите здорово справляется, поэтому пропускает полузащиту. И пока вот... Действительно устал Глебко, прям пешком уходит с поля. И пока он уходит, Дмитрий Игнатенко получает там какие-то указания от тренерского штаба. Может быть, что-то какой-то там тактический нюансик один подметили тренерский штаб и передали полузащитнику. Вот Усеня, как видим, выходит на фланг полузащиты. И Василючик дальним забросом туда, ближе к штрафной площади. Яшин выигрывает вверх. И снова лучший наверху Яшин. И что, третий раз будет Яшин? Нет, на этот раз уже не Яшин. Трубочкин. Все равно мяч далеко не улетает. Идет борьба. Тут Игнатенко борется. И вот теперь только Калугин выносит мяч подальше. Глеб, Шикавки мешают друг другу. Да, Глеб, наверное, сейчас немножко помешал Шикавке. Можно было пробежать мимо. Но в итоге Шикавка все-таки сохраняет мяч. На дриблинге пытался обойти двоих защитников Городей. Не удалось. Якубович здорово там разобрался, все прочитал и выбил мяч. Аут для Городей. В простой ситуации Яшин отправил мяч за боковую. Что интересно, не окопалась Городей у своих ворот, да, не играет команда на отбой, не сдерживает Крумкачи, а наоборот старается идти в атаку, да, понимая, что сядешь низко, получишь. Поэтому сейчас все футболисты Городей на чужой половине поля. Дубаич выцарапывает мяч. Там против него Игнатенко здорово на фланге обыгрывает. Еще раз обыгрывает. Входит в штрафную. Бьет! Это сейв Костюкевича сейчас. Должны сказать спасибо свои защитники вратарю. Здорово сыграл Дубаич. Сейчас надо отметить. Ушел от двоих защитников и пробил. Очень хороший момент. Или не Дубаич пробивал? Дубаич там начал эту атаку, выцарапал мяч, а уже защитников вкрутил Игнатенко. И он уже пробивал под перекладину.
Ну, Костюкевич не спал, момент видел. Прекрасно сыграли оба. Игнатенко к угловому флажку подошел, будет подавать с углового на ближнюю штангу. Сохраняет Сеня! очко городейцы и Прострел! хороший прострел у Сени, но он не смог откликнуться на этот прострел нападающий. Это Дубаевич был, да? Дубаевич нырял там уже, да, ногой чуть-чуть не хватило ему, чтобы достать. Но вот как-то два опасных момента подряд получились у Городей. И, может быть, со студии дотопыл Воронов. Глеб с Ярославским борется. Ярославский первый на мяче. Плечо в плечо сейчас Толейко и... Позволяет провести замену Алексей Кульбаков. Последняя замена у Городеи. Покидает поле Боян Дубаевич, нападающий. И выходит другой нападающий Андрей Воронков. Ну, так, замена, которая наверняка планировалась тренерским штабом. Два одноплановых футболиста. И просто нужно свежести добавить немножко в атаку. Все, отстрелялся Яромка по заменам. А у Алексея Кучука еще остаются две замены в запасе. Ну, Но пока не торопится тренер их проводить. да, вообще нервозности в его поведении в принципе не видно. Спокойно стоит, смотрит. То есть такого нервного хождения по технической зоне, как есть у Городейской скамейки, как у Сергея Яромка себя ведет, такого нет. Достаточно спокоен Кучук. Что-то много стыков каких-то в последние минуты. Много борьбы, эмоций. Хорошая атака могла бы получиться у Крумкашова, но все-таки не смогли Шикавка с Глеба, наверное, там зацепиться за мяч. И в итоге, но угловой заработали. Шедловский там в последний момент ногу подставил и мяч на угловой перевел. Вдвоем бежали сейчас Шикавка и Иванов на угловой флажок. Кто из них там должен был подавать, пытались разобраться, но Шикавка забрал себе мяч. Еще один угловой ворот Василючика. Что придумает Шикавка на этот раз? Подает. Дальнюю штангу Удар! пробил Челединский головой. И в итоге Василючик все-таки встретился с мячом и желтую карточку, за что непонятно. Непонятно, за что получает Калугин. Видимо, там сфалил на ком-то из... Ну, судя по всему, на Ярославском, раз тот больше всего выражает недовольство. Вот его сейчас Шедловский отправляет на свою позицию, чтобы он там не разговаривал, разговаривал, успокоился. потому что, да, еще одна желтая карточка, она тоже никому не нужна. Тем более она у Ярославского уже есть, и еще и второе удаление в одном матче, но это будет уже чересчур. Василючик выбивает мяч. Карпович. Еще один свисток Кульбакова. Еще одно мелкое нарушение правил. И еще море недовольства со стороны городейских болельщиков тренерского штаба. Не совсем считают, они правильно поступил арбитр. Подзавелся Калугин. Сейчас что-то в последние минуты. Вот его сейчас прям руками успокаивал Челединский. Трубочкин. Технично грудью мяч, сохранил да. мяч. Забросил. А Глеб в И офсайде. Глеб в офсайде. Ну, здорово сыграл Трубочкин. Казалось, что мяч уже уходит от него. Но тот попрыгал по линии и остался в поле. Хотя передача на Трубочкина была не очень-то удобная. Достаточно высокая, но грудью хорошо сыграл украинец. Василючик сильно вперед. Воронков борется. Еще до паса так, оттолкнул немножко Яшина Воронков. И уже потом сам завалился на газон, зацепившись за его ноги. Но фол был до этого, именно когда фалил Воронков. Толейко хорошо раскрутил Игнатенко. Отдал на Климовича. Климович может продвинуться вперед. Отдает. Неплохая передача на Глеба. Шедловский ставит Но корпус. слишком сильно и от ворот.
Городейские болельщики гонят своих футболистов вперед. В меньшинстве, наверное, вперед идти сложнее, чем в равных составах. Но Городей показывает, что и в меньшинстве можно атаковать. Два перспективных момента было буквально 5 минут назад. На фланг сбрасывается мяч. Трубочкин. И что, зарабатывает угловой? Да, зарабатывает угловой. Трубочкин отдавал передачу, на самом деле, но попал в ногу у Сеня. И за лицевой мяч ушел. Снова Шикавка. Нет, на сей раз Иванов пришел. Решили поменять, да, подающего. Левоножный Иванов вместо правоножного Шикавки. Подача. Здорово играет Игнатенко на втором этаже, но сохраняет мяч. Крумкаджи могут продолжать атаку. Право на Иванова. Снова Иванов на правом фланге с мячом. Заброс на линию штрафной. Там никого не оказалось. И выражать недовольство сейчас Филипп ответной передачи. Очень неудобный и плохой пас отдал. Вячеслав Глеб это был. Вячеслав Глеб, хотя можно было, наверное, остановить, попробовать и пробить. Вячеславу не было вокруг. Но почему-то в касании решил Глеб дать обратно, но не самое логичное решение, не самое хорошее, как показало Меньше 5 практика. минут до окончания основного времени матча. И хочется сказать одну интересную деталь. Городея — одна из самых домашних команд нашего чемпионата. Не проигрывает дома в этом чемпионате с первого тура, после того, как уступила Шахтеру. Вот. А вообще в 17 последних домашних матчах чемпионата всего одно поражение, как раз таки то самое. То есть либо победа, либо ничья. Вот. А Крумкаджи, кстати, самая домашняя команда. Всего одна победа в 12 последних матчах на выезде. Была добыта. 2 тура назад над Нафтаном разобралась команда тогда еще Владимира Пятенко. Был сейчас жесткий стык двух футболистов, Челединский и, по-моему, Игнатенко. Головами ударились, но оба продолжили матч. Пока команды близки к тому, чтобы свои серии продолжить. Но еще, правда, есть достаточно времени. Крумкаджи в атаке. Напоминаем, их больше на одного. Удален был Кирилл Павлючик в середине второго тайма. Алексей Кульбаков уже поближе подошел, смотрит за тем, как Василючик мяч вводит. Кажется, еще чуть-чуть, и может до какого-то предупреждения доводится молодой голкипер. Челединский выигрывает вверх. Башилов борется. Талейка хорошо играет против Башилова. Попадает мяч сейчас в руку Батищева, но не видит этого Кульбаков. Продолжается матч. Башилов, Игнатенко. Здорово на свободную зону на Воронкова. Воронков хорошо забегает. Карпович. Прострел и на угловой выходит мяч. Хорошая быстрая атака. Да, втроем неплохо разбирались Карпович, Игнатенко и Воронков. Единственное, что у Карповича не получилось передача, нацеленная на кого-то из игроков линии атаки. Но хотя бы угловой, и то неплохо. Там как раз только один Игнатенко в ту позицию, наверное, мог прибежать, потому что Воронков был рядышком. Подает Игнатенко. Смотрим. Подача. На Шестиловского шел мяч, но там здорово защитники выпрыгнули. Воронов и мяч этот выбили. Иванов подхватывает. Подхватывает, идет вперед. Немножко приостановился и отдал передачу точную на Шикавку. А теперь в подкате здорово против Батищева играют городейцы. И сразу же вперед на Воронкова. Получает мяч Воронков, против него защитник один на Челединский это был. Воронков. Удар в ближний угол. Не среагировал на него Костюкевич. И мяч прошел мимо правой от Костюкевича штанги. А здорово Воронков качнул одного защитника и, не уходя туда дальше в центр, пробил между двумя защитниками. Чуть-чуть не попал. Опасный момент. Городей как-то больше сейчас создает опасных моментов. Вот последние там минуты, да, вот побегали Крумкаджи. Десятером стоит играть вообще всегда. Ну, я тебе говорил, что вторые таймы посильнее, да. Ну, тут голами, конечно, получилось наоборот, но... Но по моментам даже побольше, чем у Крумкаджова моментов у хозяев. И
по-прежнему нет движения по заменам. Тут уже осталось всего ничего играть. И, видимо, никого не собирается выпускать Алексей Кучук на последние минуты. Там никакого столба туда вперед, который может там исполнить тут большой обычно защитник, знаешь, когда идут вперед. Без перестановок. Игнатенко. Не смог обработать мяч. Да, правой ногой пытался остановить его и в итоге упустил за лицевую. Костюкевич быстро разыграл мяч с защитниками. Калугин забрасывает вперед. И потеря, но все-таки возвращает мяч себе Крумкачи. Талейка дает на разгоняющегося Калугина. Калугин низом отдает штрафную. Шестиловский выносит, но недалеко. Батищев с мячом. Тут Башилов. Яшин на подхвате. 4 минуты добавляет Алексей Кульбаков. Есть еще куча времени у Воронов, чтобы забить. Продолжается атака Батищев. Неудачная передача от Александра. Но сейчас уже чисто в отбой. Что-то похоже на отбой, Городея. да, от городейцев. У Сени не Ну очень такой удачно. отбой, наверное, в расчете, что где-то там рядом будет Воронков. А Воронков оказался не в той точке. Снова у Сени с мячом надо выбивать. И За да, вот стадион, теперь туда к чисто озерцу. отбой. Куда-то к водоему На полетел пляж. мяч. Да, так что... Ну, паузы нет, мячей много. Батищев. Пятка эффектно. штрафной, ну, Продолжается вынос. атака, но снова еще один вынос от игроков Городеи. Яшин просит мяч, ему как-то мяч дают не особо охотно. Ну, мальчики-то чужие здесь. Быстро не будут подавать. Трубочкин. Талейка. Толейко оказался на позиции центрального защитника. Пока Вот, кстати, тот большой, про который я говорил. Челезинский уже пошел впереди, вперед. да. в общем-то, логичное решение, наверное. Выигрывает, не выигрывает воздух, но борется здорово. Навязал борьбу, мяч у своей команды сохранил Челезинский. Калугин. Прыгается вперед, сохраняет мяч. Батищев. И уходит мяч за лицевую. От ворот Василючек. Может еще убить секунд 30. И снова Челезинский помогает Василючеку поставить мяч на точку. Ну, чуть ускоряет. Хотя все равно Василючек будет там сам устанавливать. Ну, любопытно, что Челединский чуть ли не в 2 раза старше Василючика. И вот такие вот любезности. Хороший папа, наверное, Челединский. Самый лучший, говорит. Игнатенко борется. Выбивают у него мяч из-под ног, но сохраняется мяч у Городеи. Одна из последних возможностей, наверное, в этом матче у Городеи изменить счет в свою пользу. Ну да, потому как развивалось последние 20 минут, есть основания у хозяев быть недовольным тем, что счет 1-1. Сильно выносит мяч вперед Климович. Гусеня. Башилов. Хорошо играет в подкате Яшин. Но Башилов доиграл все-таки момент до конца и сохранил мяч у своей команды. Цепная собака, российский легионер. Здорово выгрызает мяч в центре поля. И, что интересно, практически не заметил Вячеслав Глеб. Ты вот обрати внимание, что, да, что вышел, что не вышел. Там в одном моменте поучаствовал, не точно отдал пас на Иванова тогда после розыгрыша. Но вообще, наверное, Глебу удобнее все-таки начинать матч, а не входить в него по ходу игры. Ну да, тем более от него сейчас требует какого-то давления, нагнетания. Это не совсем его игра. Да, то есть никто не просит придержать мяч. У штрафной, когда есть время, надо быстро как-то, чтобы мяч ходил быстрее, наверное, чем футболисты Городей. Шедловский будет исполнять этот штрафной удар. Никто туда особо не идет вперед, поэтому будет заброс на того, кто есть. Там Усеня, там Воронков. И туда на правый фланг. Следует подача Игнатенко. Может что-нибудь сделать опасное Дмитрий, но против него здорово играет в падении Калугин. Еще раз. Тем не менее, атака продолжается. Я думаю, Крумкачи уже не успеют сегодня ничего сделать в атаке. Снова навес. Ну что, Якубович входит в штрафную, навешивает, но там никого нет и никто не успеет уже, наверное. Кульбаков смотрит на часы. И финальный свисток от Алексея Кульбакова фиксирует ничью. Футбольный клуб Городея дома сыграл 1-1 с Крумкачами в первом тайме. В конце первого тайма
Счет открыл Кирилл Павлючик ударом головой, а в середине второго тайма Кирилл Павлючик покинул поле за две желтые карточки. Не через Но в итоге, несколько минут. и в итоге все-таки Крумкаши сохранили, увозят из Городея ничью. 1-1. Отыграл мяч Дмитрий Климович. Статистика продолжается. Городей дома не проигрывает. Крумкаши в гостях побеждают с натугой. Ну вот сейчас все получают порции аплодисментов. Стадион Городей благодарит своих за борьбу, за то, что не сломались после удаления. А Крумкаши идут к своим фанатам, к своим болельщикам и тоже благодарят своих болельщиков, а те благодарят своих кумиров. И следующий тур состоится через неделю. Через выходные, получается, на матче сборной будут. И Городей проводит свой заключительный домашний матч серии из 4 домашек. Приедет сюда Гомель. Вот. А Крумкаши ожидают очередная сахарная команда. Да, дома 15 числа Крумкаши на стадионе футбольного клуба «Минск» примут футбольный клуб «Слуцк». Так что, кто может, приезжайте в Городею, кто хочет, кто не может и не хочет. Идите на стадион Минска и смотрите футбол там. Вот, с вами были Андрей Масловский и Вадим Кнырко. Спасибо, что вы нас слушали эти 1,5 часа. Спасибо, что вы нас смотрели. Для вас трансляцию готовила компания «Спецмедиа». Большое спасибо за предоставление картинки. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока и идем смотреть Лигу чемпионов. Все, до новых встреч. Делегат Там неудобно. Шум, снег.